Предоставляется представителю обращающей стороны Абду-Жалилову Ахмету Сапарбековичу. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, я также полностью поддерживаю ходатайство своего подзащитного Теплякова и считаю, что его конституционные права в данном случае были нарушены, и поэтому он обратился в Конституционный суд со своим ходатайством, которое было принято, производство сейчас рассматривается. Само действие Конституции в правовом государстве, в котором мы живем, должно обеспечивать защиту прав и свобод человека, и в нашем понимании приоритетно все-таки слова справедливости и равенства. В данном случае не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. В данном случае прекращение уголовного дела по сроку давности постановлением, что делают судьи первой инстанции, второй инстанции, оставляет в силе, нарушает права потерпевших, в частности Теплякова. Так как постановление это действительно, как он отметил в своем выступлении, это промежуточный акт, и при внесении которого статьи 304 Уголовного процессуального кодекса Крымской Республики говорится только о его оглашении в суде. То есть вина в данном случае обвиняемого, она судом не устанавливается, и вопрос материального ущерба остается неразрешенным. Неразрешенным остаются и другие вопросы, которые прямо нарушают его права потерпевшего и ставят их в неравное положение с обвиняемым. В данном случае, в моем понимании, у обвиняемого получается больше прав, чем у потерпевшего. Но когда потерпевшая сторона и обвиняемая сторона должна иметь равные права, в моем понимании. Вот. В данном случае речь идет о том, что Тепляков должен обратиться в гражданском порядке. Он имеет на это право, как любой человек. Но он, обращаясь в гражданском судопроизводстве, он же, обращаясь в суд, обращается без вот этой именно доказательной базы, о чем он говорил, без установленного ущерба, понеся, скажем, убытки материального характера, то, что он должен же оплачивать еще и госпошлину. Почему он должен оплачивать госпошлину? Потому что в данном случае это решение было принято именно постановлением, а не приговором. Потому что даже вот эта Чикеева, судья Свердловского районного суда, она четко пишет, что разве постановление, оно хоть и является необретительным, вы, пожалуйста, приговор, тогда да, раз приговор он будет признан виновным, тогда вы от госпошлины будете освобождены. Вот. В данном случае Тепляков обращается в Конституционный суд за помощью, да, чтобы Конституционный суд принял обоснованное законное решение. Вот. Мы считаем, защита, что здесь нарушаются права не только Теплякова, как потерпевшего, нарушаются же права даже обвиняемого, ну, в данном случае Разваляева, потому что он же не признается виновным в совершении данного преступления. А где же его тогда, ну, скажем так, презумпция его невиновности, которая отражается в Конституции Крымской Республики, вот статье 57 и в Уголовном процессуальном кодексе Крымской Республики статье 17. Ну, каждый человек в данном случае считается невиновным, а пока его виновность не будет доказана, вступившим в законную силу приговором суда. То есть прекращение, я хочу
о чем сказать. То есть прекращение постановлением это неправильно, на мой взгляд. И в данном случае все-таки должен быть приговор суда. Потому что при вынесении вот этого приговора ставятся вопросы, которые и судом разрешаются. Да? И мы все прекрасно знаем, там имело место доказано и так далее, и так далее, и так далее. И речь в 12 пункте говорится, подлежит ли возмещению материальный ущерб и моральный вред. Вот. В данном случае вот, последнее прекращение, которое было Малакиреевым, если раньше говорили, вы хоть имеете право обращения в суд, сейчас даже об этом речи не идет. Потому что вот эти вещи, они просто-напросто не исследуются и судом. Вот. Значит, мы считаем, что чтобы все права были соблюдены, в частности, конституционные, как потерпевшей стороны, которая получает возмещение материального ущерба или право обращения с переговором в гражданском порядке, так и права обвиняемых. Еще один момент, с какой целью и при наличии иска в установлении материального ущерба, морального вреда в рамках уголовного дела, этот вопрос не разрешается в рамках уголовного дела. А хотя, на мой взгляд, должно разрешаться именно в уголовном судопроизводстве. Потому что если суды просто, грубо говоря, отфутболивают от этого решения, да, то они же загружают гражданское судопроизводство. То есть этот же вопрос значит, тратится и время, и силы, и так далее, чтобы в гражданском судопроизводстве этот вопрос был решен. То есть добавляется также нагрузка на гражданские суды. Поэтому я считаю, что в данном случае Тепляков, скажем так, он прав, я полностью поддерживаю его ходатайство, и поэтому я также считаю, что в данном случае Конституционный суд должен поставить закон в соответствии с законом, да, то есть чтобы не трактовалось так, как каждый думает об этом. Вот. Я, конечно, извиняюсь, что я говорю на таком простом языке, но, на мой взгляд, он наиболее понятен и виноват. И все, спасибо. У вас все? Да.